Якутия в мире. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире», и у нас сегодня замечательный гость Дмитрий Баишев, предприниматель, вице-президент Федерации масс-рестлинга Монголии. Добрый день, Дмитрий! Добрый день, дорогие слушатели! Спасибо большое, что согласились с нами встретиться, и традиционно просим наших гостей рассказать немного о себе. Я родился в Мегино-Кангаласском районе, село Тумул, Долунский наследник, четвертым ребенком в семье Баишевых. После школы поступил в ЕГУ, закончил СВФУ, как говорится, да. Учился в филологическом. Специальность филолог-преподаватель, специалист перевода и стилистики русско-якутского языка, вот так называется. Затем, я учился заочно на бюджетном, и вот сразу после школы, получается, начал работать. Потом уже вот начал путь бизнесмена с 2011 года. Вообще вот в жизни бизнесмена все интересное, на самом деле, все очень интересно. Все очень увлекательно. В то же время, конечно, тяжело, но все-таки меня это заводит, то, что есть препятствия, то, что есть некоторые нюансы на пути бизнесмена. И когда вот проходишь этап за этапом такие сложные моменты, в том числе и жизненные, то приходит осознание того, что все можно пережить, осилить и как бы идти дальше. Угу. Вот. Очень хорошие слова. А чем сейчас вот занимаетесь по основной работе? Вы сказали IT-компания, да? Ага, да. Помимо... Можете подробнее рассказать? Да, вот у нас IT-компания, также у меня с супругой Герел частная клиника, и тоже вот инвестирую в разные проекты, как раз-таки инвестирую в молодых, в основном IT-предпринимателей, и я их курирую. А вот по IT у нас компания называется GoGo Technology. До пандемии мы работали только в Якутске, а во время пандемии, к нашему удивлению, мы выставили на продажу нашу франшизу, и, к нашему удивлению, 15 городов из стран СНГ купили нашу франшизу. Это у нас Казахстан, западная часть России и вот Дальний Восток. И в разных городах, от Южно-Сахалинска до Москвы. И включая еще Казахстан. Алматы, Актау, Актобе, Уральск. Вот в таких городах мы поработали. И вот в прошлом году приостановили проект и сделали пивот, то есть резкую смену нашего проекта. И сейчас вот на выходе у нас GoGo Drive. Это супер эп, где будет аналог нашего известного индрайвера. Также наш GoGo Курьер, вот франшизу, которую мы продавали, и несколько таких как раз-таки для людей хорошие сервисы будут. Когда уже планируете запустить? Планировалось на самом деле в этом месяце выпустить, но видите, как то, что я говорил раньше, бывают разные моменты и разные сложности, ввиду того, что сейчас очень много санкционных давлений, поэтому вот не все сразу делается. Но все равно мы нашли выход, мы базируемся в Монголии, в Улан-Баторе, и через вот Улан-Баторскую компанию мы сейчас вот будем выходить на рынок. Да, вы как раз вот упомянули Монголию. Угу. Можете подробнее рассказать о Монголии? Да, конечно. Сейчас Монголия — это моя вторая родина. В Монголию я попал всего лишь год назад, и, находясь там, я встретил случайно своего друга. Моим другом, Эрдэнэванчиком Батбатыром, мы встретились. Очень хорошо еще раз познакомились. Эрдэнэванчик Батбатыр — это человек, который у нас учился в Чурапче. Я его знаю по своему спортивному прошлому. Он был вольным борцом вольного стиля, и я тоже в то время занимался вольной борьбой. Я не такой уж сильный спортсмен, который добился каких-то результатов, но все-таки, да, как человек, который находится в этой сфере, я его знал. И вот как мы встретились, он меня повел в турнир масс-рестлинг, наш якутский вид спорта, и я как гость посетил этот турнир и воодушевился. Сразу, когда я зашел в зал, я услышал крик «Бэлэмчэ», родной якутский язык, да, и с этого момента я начал влюбляться в этот вид спорта снова.
Ну, я, как говорил, родился в селе Тумол. Как мы помним по истории, первые чемпионаты и так далее, вот все проходили на моих глазах, когда я был ребенком. Все легендарные наши масс-рестлеры выступали в нашем спортивном зале. И я вот вырос с этим видом спорта. И вот окунувшись в Монголию, как говорится, я увидел этот же мой же вид спорта, воодушевился, загорелся, и увидев, как они вот стараются, тренируются, увидев их атлетов, как они выступают, я понял, что надо помочь им дальше развиваться. Поэтому я изъявил желание, сказал об этом Эрдонованчику. Он, конечно же, с радостью согласился моей помощи. Ну, я начал сначала спонсировать, призы ставить, какие-то экипировки давать. Потом уже во втором моем визите в Монголию, во время второго визита, они мне предложили работать в федерации. И вот до сегодняшнего дня мы очень активно развиваем масс-рестлинг в Монголии. Вот сейчас думаю, что, твердо убежден, что масс-рестлинг все-таки это наш бренд, наверное, единственный такой бренд, который можно по всему миру распространить. Именно якутский бренд. Поэтому патриотизм тоже сыграл свою роль. И вот работаем до сегодняшнего дня. Недавно, кстати, провели чемпионат Азии у нас в Улан-Баторе. Впервые в истории, как говорится, больше одной золотой медали мы выиграли. Наша команда выиграла 8 золотых медалей. Вот в июне с 16 по 19 проходила, а в мае мы провели сборы, учебно-тренировочные сборы в Якутске. 14 человек, членов нашей команды приехало. Мы для них организовали очень хорошие сборы. Тоже благодарю за это наш Центр национальных видов спорта МОДУН, Федерацию масс-рестлинга Республики России и Международную федерацию за то, что они помогли нам организовать этот. В истории впервые вот в Якутске иностранная команда вот провела учебно-тренировочные сборы именно по масс-рестлингу. Никогда в истории масс-рестлинга не было, что в Якутск приезжали иностранные команды и вот тренировались. Принесло свои плоды, да? Да. Успешно команда выступила. Очень сильно, потому что монголы очень сами по природе сильные люди, но у них не хватало только техники. И вот все 14 членов команды, которые проходили у нас сборы, все завоевали очень достойные места. 6 золотых, серебро и вот бронзы. Члены команды, которые не приехали к нам, поняли, что надо ехать в Якутск и именно тренироваться по масс-рестлингу, потому что все-таки это родина масс-рестлинга, у нас очень хорошие тренеры. Я очень сильно удивлен, как наши тренера, функционеры очень фанатично вот развивают этот вид спорта. Да, здорово. Надеемся, что когда-нибудь сбудется мечта наших спортсменов, да? Что масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта. Я думаю, что как раз ведется работа, да, в этом направлении. Да. Почему я именно вот развиваю масс-рестлинг в другом государстве? Все равно могут, да, так задаться вопросом наши слушатели. Это потому, что если мы хотим увидеть масс-рестлинг на Олимпийских играх, в программе Олимпийских игр, попасть туда, да, если хотим, чтобы масс-рестлинг попал на Олимпийские игры, то этот вид спорта надо развивать во всех странах. И не обязательно, чтобы якутские атлеты только выигрывали. Некоторые мне говорят, что, да, узнав, что я стал вице-президентом в Монголии, Федерации масс-рестлинга, меня спрашивают, тогда, скоро, наверное, наших чемпионов не будет, если монголы хорошо взялись за это дело. А я же отвечаю, что пускай будут с других государств, только тогда будет развитие. Именно вот с такой стратегией я вот развиваю этот вид спорта в Монголии. Здоровая конкуренция всегда только способствует развитию. Да, именно так. Угу. Наверное, мое видение в бизнесе тоже вот как сильно помогает в этом направлении. Некоторые могут подумать, что я далекий человек от спорта, но на самом деле я родился в спортивной семье. Мои двоюродные братья, мои братья мастера спорта по разным видам, там легкая атлетика, вольная борьба, лыжные гонки, поэтому и я сам тоже в детстве сильно занимался спортом. Да, я вот до 11 класса выступал в цирковой студии. Занимали тоже призовые места.
Также вот параллельно занимался вольной борьбой. Можете поделиться, какие есть вот перспективы, планы по развитию как раз Федерации масс-рестлинга в Монголии? Если рассказать о наших успехах, что мы сделали за этот год, большое достижение — это то, что Министерство Монголии обратило на нас внимание. Надо понимать, что это вид спорта другого государства, другой национальности. Они могли бы вообще не заметить на самом деле, да? Но в этом году сильно помогли в организации чемпионата Азии, выделили даже бюджетные средства. Самое главное, что скоро у нас будет право выдавать мастеров спорта Монголии по масс-рестлингу. Это очень большой успех, значит, они считаются с нашим видом спорта. Это означает. Далее мы внесли программу политических игр в Монголии, масс-рестлинг, наш вид. А эти игры проводятся ежегодно. В нем выступают все силовые структуры, все ведомства, поэтому они будут обязаны уже заниматься масс-рестлингом, так как все хотят в медальном зачете, чтобы у них было больше медалей. Поэтому это тоже большое достижение. Сам ординованчик работает в главном спортивном учреждении Монголии. Это Центр подготовки и научной медицины олимпийских команд Монголии. Он сам является директором, поэтому это тоже способствует развитию нашего вида. Очень сильно помогает. Он в короткой руке со всеми ведомствами, лично очень знаком с министром спорта, имеет огромный авторитет в правительстве, поэтому для нас это только плюс. У нас планов очень много, но ближайшая наша цель — это медали высшей пробы на чемпионате мира в Узбекистане. Возможно, мы привлечем якутских тренеров, ведутся переговоры. Если вкратце рассказать про Монголию, это очень близкий к нашему народу народ, очень братский наш народ оказывается. Я как филолог всегда думал, что у нас мы тюркоязычный народ, и есть пару заимствований от монгольского языка. Но изучив их язык, а это очень легко дается изучение, и я уже начинаю, сейчас уже понимаю, что они мне говорят, с каким вопросом обращаются и так далее. И на английском, и на монгольском я им уже отвечаю. Получается, у нас, оказывается, якутский язык — это 50% монгольского языка. А остальные 50% это тюркский. Когда я обучался в институте, нам учили, что 23% где-то. Оказывается, все 50% это монгольский язык. И по менталитету, по темпераменту, по спокойствию, по мировоззрению они очень близки к нам. Оказывается, с этим народом, с монгольским народом надо дружить, общаться. Это очень добрый народ, очень отзывчивый, очень спокойный и жизнерадостный. Оказывается, наши предки, они о нашей истории знают больше, чем мы сами. И я этому очень удивился. У них даже государство — это улус. Они свое государство монгол улус называют. Мы же аймах говорим по-якутски, родственники, да? А они живут аймаками. Аймак говорят, это район у них. Может, исторически так сложилось, что влияние тюркского языка может изменило понятие некоторых слов и некоторых нашего языка. Да, повлияло, я думаю. Очень много якутских слов я слышу каждый день в Монголии. Сонун, новости, это санин. Очень много. Где находится Ханна Бари по-якутски, а по-монгольски Хана Байна. Очень много таких совпадений. Конечно, пишется по-разному. Что я заметил, это у них пишется по одному, а читается по-другому. Например, я в первый раз, когда приехал, сразу в переводчике перевел слово «спасибо». У них пишется как «баяр-лала». Кажется, говорится «баяр-ла». Просто. И из-за этого, сначала было как будто непонятно, когда я в переводчике переводил. Потом, когда слышишь, как они разговаривают, уже становится более понятно, потому что очень много похожих слов. Построение предложений тоже один в один с нашим языком. Вот филология в этом мне очень помогает в изучении языка. Сейчас более-менее я общаюсь, и спокойно могу зайти в любое кафе, там себе заказать что-то или общаться на повседневные темы со своими спортсменами, например. Что хорошо, для меня, для изучения языка, то, что они не понимают по-русски. Да, совсем не понимают. То есть, наверное, такое, да, старшее поколение понимает, а молодое... Да, вот прям старики, да, вот они более-менее разговаривают, понимают,
конечно, подзабыли, потому что все разговаривают только на монгольском. Мне понравилось то, что они вот разговаривают со мной только на монгольском. И многие монголы, конечно же, говорят на английском. Это тоже очень сильно помогает. И самое главное, что хорошо, что Эрдэнэванчик говорит на якутском, на чистом якутском. Это тоже сильно помогает. И вот так работаем. Пока я на стадии изучения, но думаю, до конца года я буду свободно разговаривать, так как я сам замечаю мое развитие в словарном запасе. Здорово, здорово. Дмитрий, интересно узнать, вот какие ожидания были от Монголии до того, как побывал там, да, и вот по приезде. Да. Есть какие-то отличия? Это очень хороший вопрос. Конечно, когда человек, который никогда не бывал в Монголии, слышит Монголия, все, конечно же, представляем, что это степь, стоят юрты, и коровы там, лошади ходят, да, по степи. И такого в национальном костюме монголы представляем, монголов. Это тоже есть. Кстати, Монголия находится не очень далеко от нас. Я вот уже который раз езжу на своей машине с Якутска. Это расстояние как до Владивостока ехать. Поэтому они не так уж далеки от нас. Город современный. Почему-то некоторые называют это мини-Сеул. Я в Сеуле еще не был, но зато был в Токио, да. И если по сравнению, то ничего не уступает на самом деле. Современный город, большие дома, высотки, небоскребы есть. Видно, что страна сильно развивается. Никаких юрт в городе нет. Как мне до этого рассказывали, что Улан-Батор половина это советских времен постройки, а половина это юрты. Там от этого вообще ничего нет. Это современный, быстро развивающийся, строящийся с быстрыми темпами город. Мегаполис, да. Вообще вот ожидание, реальность, это там, прям супер было. Когда ожидаешь прям юрты увидеть и увидишь современный город, это, такой легкий шок. А если отъедешь от города где-то 30 километров, там уже начинается вот реальная монгольская, вот как мы представляем жизнь. Но там гор больше, чем степей на самом деле. Это очень горная местность. Пики гор, оказывается, достигают от уровня моря где-то 1800 метров. Это Среднегорье. И вот свежий воздух, прям поля, степи, да, зеленая трава, все это вот прям красота неописуемая на самом деле. И вот простота монгольского народа меня вот прям влюбила в себя, потому что я сам из деревни, из простой семьи, поэтому я простой человек, и их простое общение, легкое, да, радостное мировоззрение, вот это меня прям тянет. Здорово. Да, и радует. Потому что монголы такие люди, что, живут по зову природы, как мы. У них есть воздух свежий, небо над головой, речка, степи, их сельское хозяйство, да, крупнорогатый скот, лошади, бараны. Одна юрта, вот у кочевников так, например, одна юрта, и ничего больше им не надо. Потому что все свое, свежее, молоко, мясо, все есть. Поэтому это прям счастливые люди. Даже в некоторых моментах как-то я завидую, по-белому. Прям живут счастливо. Мне это очень нравится, например. Про небо, там всегда вот синее небо. И ночью там красота тоже. Звезды видны как на ладони. Оказывается, с Кореи, с Японии, с ближайшего зарубежья Монголии туристы приезжают именно смотреть на звезды. Да, у них туризм очень сильно развит. По улице идешь и видишь очень много лиц разных национальностей с разных государств. И слышатся вот их разговоры, очень разные языки. Некоторые, конечно, понимаешь, некоторые нет. И они очень рады всем. У них нету никакого там шовинизма и так далее, да, по отношению к другим национальностям. И вообще вот свободные люди, я их так называю, свободные люди. Услышав сегодняшний рассказ, наверное, многие наши слушатели тоже захотят посетить Монголию. Благо, есть такие возможности. Можно и на машине, да, доехать, можно и через Бурятию, через Улан-Удэ. Через Улан-Удэ до Кяхты, и там уже вот граница. Наверное, будет интересно чуть-чуть информацию про это. Да, как раз что там можно посмотреть, посетить. Сперва скажу, что Монголия безвизовая страна. И поэтому, если у вас есть заграничный паспорт, то добро пожаловать в Монголию. Цены там очень хорошие, на еду особенно.
На 200 рублей можно очень сильно хорошо пообедать, поужинать. Но это, наверное, будет интересно тем людям, которые любят именно природную красоту, потому что там очень красивая природа, красивые горы, скалистые места есть. У них есть национальный парк Терельч, это юрского периода еще вот камни, горы стоят. Там очень много находят останки динозавров до сих пор. Это надо посмотреть, съездить, посмотреть. Билет до Улан-Удэ, как мы знаем, не очень дорого стоит. А с Улан-Удэ до Улан-Батора каждый день ездят автобусы. 2,5 тысяч рублей всего лишь. Ну, получается, за 15 тысяч можно доехать до Улан-Батора за один день даже, с Якутска. Если с утра полететь в Улан-Удэ, сесть в автобус, ну, это 2,5 часа у нас занимает полет, сразу сесть в автобус, и уже ночью ты в Улан-Баторе, столице Монголии. Здорово. Да. Слушай, Дмитрий, мне кажется, что Дмитрий не только вот занимается предпринимательством, да, развитием масс-рестлинга, но еще является полноценным амбассадором Монголии в Якутии и Якутии в Монголии. Да, кстати, да, вот я вот буквально позавчера встречал гостей из Монголии, которые приехали на турнир Павла Пенигина по вольной борьбе, это тренера. Так как мы находимся тоже в спортивном центре, Спортин Тофардон называется, это центр спорта в Улан-Баторе. Я уже со многими работниками в сфере спорта знаком, и вот они приехали, позвонили, я даже удивился, откуда они нашли мой номер, и вот я им показал, тоже вот позавчера показывал город наш. Да, вот до этого тоже были монголы гости, и они тоже мне звонили, и уже обращаются как к своему. Это тоже радует на самом деле, и жизнь становится интереснее, когда вот иностранные твои друзья или знакомые знакомых приезжают и обращаются к тебе, чтобы я показал город, нашу республику, ближайшие наши красивые места. Ну, это радует, на самом деле. Я с удовольствием их встречаю, потому что аналогично меня встречают там всегда, всегда рады. Не встретить гостей — это, наверное, грех. Отрадно это слышать. Да, поэтому очень хорошо. Кстати, у нас здесь учатся еще и студенты из Монголии. Получается, за родителем этого является сам Эрдэнэванчик. Вообще, если сказать про Эрдэнэванчика, это тоже уникальный человек. Он сам монгол, по национальности чистый монгол, но в то же время является, имеет душу якута, я бы сказал. Очень по-якутски думает, мудрый, не по своим годам мудрый и очень дальновидный. Подружившись с ним, мы очень даже как ты сказала, у нас очень хороший тандем. Вообще этому человеку даже звание почетного гражданина республики дать не грех, потому что, надо дать, потому что он сильно развивает наш спорт, он популяризирует именно нашу республику, наш вид спорта. Тоже амбассадор Якутии в Монголии, встречает всех якутов, на Саха, да. Даже ему звонят, я стал свидетелем нескольких звонков неожиданных для него. Звонят ему и говорят: Эрдэнэванчик, мы с Якутии, можете ли встретить? Да, и он с удовольствием тоже встречает, и я беру пример с него, как он якутов встречает там, как он их прям провожает, встречает, показывает, советует. Он даже незнакомых людей, если они с Якутии, он очень тепло встречает и встречает как родных, потому что Якутия для него стала второй родиной во время его студенчества, и он очень хорошо и тепло относится и вспоминает, Якутию, да. Многие знают Эрдэнэванчика здесь, в Якутии. Большой ему привет. Да, кстати, да. Я, когда рассказываю или говорю про то, что я работаю в Монголии, и очень многие мои, оказывается, знакомые, причем известные в нашей республике люди, мои старшие братья, там, очень многие знают, оказывается, Эрдэнэванчика лично. Я такой думаю, как все знают, а я его не знал, да? Особо же не знали, просто по ковру же были знакомы. А оказывается, да, с очень многими дружит, с очень многими работает, и прям это очень радует. Да, это очень действительно радует. И, Дмитрий, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. И, пользуясь случаем, хотелось бы, наверное, попросить сказать пару слов, пожеланий тем, кто нас сегодня слушает.
Спасибо за приглашение. Очень рад рассказать о нашем братском народе монголах. Это действительно наш братский народ. Хочу пожелать слушателям, моим землякам, чтобы изучали больше историю. Вот как раз таки про Монголию же сегодня, да, в основном разговаривали, поэтому чтобы они изучали историю. У нас очень древняя история нашего народа. И самое главное, чтобы были патриотами своей республики. Где бы мы ни находились, где бы мы ни были, в каком бы положении ни находились, мы должны любить свою родину и работать во благо нее. Даже если мы работаем в другом государстве, например, как я, да, мы же все равно развиваем якутский вид спорта. Поэтому любите свою родину, любите свой язык, свой народ, изучайте историю. Самое главное, будьте здоровы. Ну, всем байралла, это спасибо, и байрте, счастливо, как говорится. Махтал болдым баракатыгар истячилинге, сахалы баракатыр урой хал, оннаттан бары джаллах онна даровой болухай. Спасибо большое, Дмитрий. Еще раз, дорогие друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях был Дмитрий Баишев, предприниматель, вице-президент Федерации масс-рестлинга Монголии. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.